Каждая фотография – маленькая частичка истории, навсегда запечатленная и показывающая будущим поколениям минувшее время. Среди посетителей и руководства страны – президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава. Это Кодорское ущелье. Да, это мой родственник Руслан Басари. Мы с ним неожиданно встретились. Югазгей рахат составит. Нас вейшакамину санцари юпрыгет. Зрители с интересом вглядываются в работы фотографа, находя для себя что-то близкое сердцу. Ведь религия – это то, что объединяет, несет веру и большую духовную силу. И когда я пришла на выставку, я окунулась в те годы, когда происходило, во всяком случае, возрождение государства как независимого государства. Я увидела очень редкие фотографии, где увидела тех государственных деятелей, которые старались и которые смогли определить тот путь, по которому сегодня развивается Абхазия. Поэтому это история, это наша история, это уникальные фотографии, которые должны смотреть все поколения нашей молодежи. За каждой фотографией целая история, и она видна. Я не знаю, но видно по лицам, по характерам, по всему. То есть это настолько потрясающие фотографии, такие работы, что я воодушевлена, что это все есть. Владимир Попов, фотограф, заслуженный работник культуры Абхазии, отметил, что настало время показать молодежи жизнь и деятельность наших священнослужителей. Люди, они не позировали, они служили, работали, и я работал. Я захватывал то, в каком виде они были, находились. То есть они все мне близки, все родны. И выделять не хочется мне. Потому что это история. В этом я живу в пространстве. Я с ними дружу, да. Я поклоняюсь им, да. Они личности для меня. Они участвовали в тех событиях, которые сопровождали каждого из нас в тяжести. Все они делили со всеми нами. Фотографии отражают события из современной истории православной Абхазии. Среди них важные политические и социальные события. Визит Владимира Путина в Абхазию, освобождение Кодорского ущелья, встреча главы Абхазской церкви отца Виссариона Аплия с патриархом Алексеем II и Сергеем Лавровым, освящение новых куполов Новоафонского монастыря. Общий временной период выставки – примерно 25 лет. Наш батюшка Виссарион, он участвовал во всех переговорах, во всех встречах, везде. Он во всем помогал всем президентам. Он миротворец для всех нас. Он объединял необъединимое, необъединяемое. Я сейчас как недавно говорил, он и психолог, он и миротворец. Такие работы можно назвать своеобразной летописью духовной и политической жизни. Каждая из фотографий имеет общий духовный смысл, но в то же время она индивидуальна, имеет неповторимый окрас и настроение. Мероприятие посетили множество зрителей. Такая увлеченность выставкой показывает, насколько людям интересно узнать для себя что-то новое из жизни духовной Абхазии. Честно говоря, очень рад тому, что здесь полностью все изображено, все, что мы делали. Это во время войны, после войны. Все это было очень сложно, но, слава Богу, мы что-то сделали, для того, что надо еще многое сделать, чтобы наш народ был в единстве, чтобы мы были все вместе и думали только о жизни вечной. Вот задача церкви, смысл нашей жизни – это жизнь вечная, уготованная нам всем. А для этого нужно соблюдать какие-то определенные правила, по которым мы должны все идти. Благочестие, чистота, просвещать, освящать всякого человека. Вот задача церкви православной. И вот здесь наглядно мы видим, что церковь это делает. Среди большого количества работ фотографа на выставке представлено около 50. Аэлита Арутюнян, Заурлиев, Абхазское телевидение.